Вы смотрите новости города. В Казани выступили легенды рока, британская группа Uriah Heep. На протяжении почти полувековой истории своего коллектива музыканты ловко жонглировали жанрами от арт-рока до хэви-металла и всегда сохраняли свое неповторимое звучание. Экспериментирует Uriah Heep и сегодня, завоевывая признание уже нового поколения любителей рока. Как звучит ностальгия, услышала и Яна Вороная. Эта запись была сделана в далеком 1977 году. Британская группа Uriah Heep уже имела за плечами 10 выпущенных альбомов и мировую славу. Они стали одной из первых зарубежных рок-групп, выступивших с концертом в СССР. Их хиты «Lady in Black» и «Julie Morning» звучали практически в каждой квартире, где жили любители прогрессивной музыки. После полуторагодового перерыва британский квинтет выступил в России. В рамках мирового турне группа выбрала 4 города – Москву, Нижний Новгород, Уфу и Казань. Несмотря на многочисленные эксперименты, верность балладной лирике и агрессивное звучание рока в обрамлении искрящейся энергии в результате вылилось в яркое полуторачасовое шоу. Мы любим это идет из сердца, мы получаем удовольствие от того, что делаем. Наверное, секрет в этом. Берни Шоу, Мик Бокс, Фил Лансен и Дэвид Риммер. Сегодня состав группы выглядит так. И увидеть его воочию пришли казанцы совершенно разного возраста. Дух свободы и музыка родом из 70-х близки, как оказалось, многим. Одни пришли поностальгировать, другие – приобщиться. Музыка, драйв, вообще молодцы. Знаем же давно их. В студенческие годы познакомился с этой группой. И, в общем-то, уже слушаю порядка, наверное, 42 лет, наверное. Вообще не поклонник. Родители приучают к хорошей музыке, поэтому просвещаемся. Российские фанаты, по словам участников группы, встречают их всегда горячо и знают наизусть слова песен, в том числе и с новых альбомов. В качестве ответного хода британцы в долгу не остались и выучили несколько русских слов. Спокойной ночи. До свидания. Спасибо. Пройдя через обширную смену состава, группа не утратила своего фирменного звучания и особой харизмы. Правда, в прошлом году легендарные британцы простились со своим бас-гитаристом. Именно его памяти посвящен новый альбом Uriah Heep. Яна Вороная, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».